общества. Мы уже проводим 8-ю международную научно-практическую конференцию, которая называется «Дружба ребенку правосудия и установительные технологии». Ответственными за проведение данной юбилейной конференции, посвященной столетию юбилея Верховного Суда, отвечает наша кафедра гражданского права и процесса. Поэтому нам, конечно же, вдвойне приятно, что вы все откликнулись и принимаете активное участие в работе такой важной площадки, как наша. Мы будем предоставлять слово для выступления по своему, так скажем, фактическому плану. В целом, докладчиков мы уже предупредили, кто за кем будет выступать. Будет также у нас дистанционное подключение. И прошу еще раз, да, кто опоздал, пожалуйста, все поставьте свои телефоны на режим без звука. Модераторами данной секции являются судья Верховного Суда Республики Бурятия Оксана Гускаровна Халангуева. И также я, Горжиева Светлана Владимировна, я заведующая кафедрой гражданского права и процесса, кандидат юридических наук, доцент, и при этом еще судья в почетной отставке. Поэтому мне, конечно, вдвойне приятнее проводить такую конференцию и обсудить с вами все насущные проблемы. Слово для выступления предоставляется нашей гости из Новосибирска. Я думаю, докладчик сама представится. Тема заявлена очень широкая, интересная, поэтому, пожалуйста, приглашаем вас, Мария Владимировна Дровозгина. Добрый день, уважаемые участники. Конечно же, в самом начале мне хочется поблагодарить Верховный суд Республики Бурятии и поздравить с такой замечательной юбилейной датой. Также мне хочется поблагодарить Бурятский государственный университет и лично Светлану Владимировну за приглашение, за предоставленную возможность выступить с этой трибуны, со своим докладом, поделиться своими мыслями, потому что у нас здесь всех участников объединяет общая тема. Мы сегодня говорим о дружественном ребенку правосудии. Эта тема также является сферой моих научных интересов. И вот одной из проблем я бы хотела с вами поделиться. Также я бы хотела, будучи в стенах вашего университета, передать такой воздушный привет от своего университета, который любезно предоставил мне такую возможность, в частности, моему ректору Новгороду Павлу Анатольевичу, потому что мы все понимаем, что сейчас идет учебный процесс, и вырваться из учебного процесса даже на несколько дней это достаточно проблематично. Моя тема заявлена, и она соответствует моему докладу, это взаимодействие публичных и частных интересов при регулировании детско-родительских отношений. Я посмотрела на этот вопрос с точки зрения такого теоретика исследовательского аспекта. Хочу сказать, что даже сегодня на пленарном заседании, те, кто были участники, те, кто не были, сообщу, что даже 2 пленарных доклада были посвящены именно проблемам частно-публичных интересов и их взаимодействию в семейных правоотношениях. И вот совсем недавно, открывая сборник большой конференции, которую проводила Ольга Юрьевна Ильина в Твери, тоже посвященная проблемам детей, в этом сборнике, точнее, это монография, я увидела более 10 публикаций, посвященных именно вопросам взаимодействия публичных и частных интересов. Это действительно очень актуальная тема на сегодняшний день, и она, безусловно, имеет свою историю. История развития отечественного семейного права свидетельствует о наличии разных этапов формирования институтов брака семьи с учетом идеологии и уровня экономического развития общества. Максимальная схожесть современной семьи
в настоящее время, с моей точки зрения, имеет прежде всего советской семьей, как семья, возникшая по новому типу, и многие институты советской семьи мы на сегодняшний день еще сохранили в нашем семейном кодексе, в нашем законодательстве. Деление права на публичное и частное и роль семейного права порождает, соответственно, деление интересов на публичные и частные. Дискуссия и взаимодействие ведется и в настоящее время, а в то же время эти вопросы изучались дореволюционными историками, цивилистами в области именно семейного права в советский период. Но и в настоящий момент эта дискуссия, она не завершена. То есть наши ученые дискутируют по поводу того, что же все-таки является приоритетным. И суть сводится к тому, что если мы говорим о публичном праве, мы говорим о превалировании публичного интереса, но в то время мы все-таки семейное право относим к сфере частного права и говорим о превалировании, доминировании в семейном праве вот этого частного интереса. Вместе с тем, даже если мы обращаемся к семейному кодексу, безусловно, мы отмечаем, что в нем присутствуют нормы как императивного, так и диспозитивного характера. И в то же время, если проводить анализ, и для меня, соответственно, его тоже провели и посчитали, каких же норм в семейном праве больше, было выяснено, что императивных норм все-таки больше. Но при этом мы относим семейное право все-таки к частно-правовым отраслям. То есть вот это вот такие моменты, которые представляют собой интерес. Вместе с тем следует отметить особый состав субъектов семейных правоотношений, потому что я обращаю не на все вопросы и все отношения, которые возникают в семейном праве. Ну, в частности, я не затрагиваю в своем докладе вопросов, возникающих из супружеских отношений. То есть для меня приоритетным в данном случае являются отношения детско-родительские. И, соответственно, когда мы говорим о таком особом типе отношений, мы как раз выделяем отдельного особого участника в этих отношениях, непосредственно ребенка. И участие ребенка в этих отношениях, оно как раз образует и специфику детско-родительских отношений. Вместе с тем мы говорим о том, что детско-родительские отношения сами по себе, они могут быть ограничены этим кругом участников, родители и дети. Тут также я оговорюсь о том, что, говоря об этих отношениях, я говорю в данном случае все-таки о тех детях, которые находятся в семье. Потому что очень часто мы можем говорить о детях, которые находятся вне семьи, утратили родительские попечения, и, соответственно, это несколько другой характер взаимоотношений. Да, то есть мы там тоже, безусловно, можем выделять публичный характер, публичные черты, но они уже другие. То есть мы не будем в прямом смысле относить эти отношения к детско-родительской группе, которая предполагает, в частности, различные споры, связанные, например, с воспитанием детей, да, и иные споры, которые могут возникать между родителями. Но в то же время, когда я говорю об этой группе отношений, я говорю о том, что помимо непосредственно родителей и ребенка, этот круг может быть расширен. В частности, он может быть расширен за счет участия в этих отношениях родственников, близких родственников или третьих лиц, которые не являются родственниками по отношению к данным лицам, но при этом могут быть, например, законными представителями ребенка, опекунами. Это тоже отдельная тема, когда мы, например, рассматриваем ситуации, когда у ребенка есть не лишенные родительских прав родителей, но при этом у ребенка есть назначенный опекун. Это тоже достаточно сложный вопрос, потому что приоритет, соответственно, прав родителей и
опекуна, он тоже является весьма дискуссионным, и в некоторых случаях мы даже имеем возможность говорить о конфликте этих интересов. И вторую группу участников в детско-родительских отношениях мы можем выделить помимо вот названных. Это субъекты, представляющие органы, скажем так, власти. Это представители органов опеки и попечительства, это может быть инспекция по делам несовершеннолетних, это прокуратура, которые будут участвовать в этих отношениях и влиять как внешний фактор на формирование и определение этих отношений, и это будет отчасти проявлением публичных отношений, возникающих в детско-родительских отношениях. Но, говоря о их участии, хочется обратить внимание на следующие моменты, что участие этих третьих лиц, оно, в общем-то, не является каким-то спонтанным. Это, как правило, отношения, возникающие в силу конкретных обстоятельств. Большая часть из них прямо зафиксирована в семейном законодательстве. И вся сложность заключается в том, что мы говорим об интересе. Да? Я здесь говорю в данном случае даже не о просто публичном и частном праве, а я говорю о публичном и частном интересе. Ну, по этому поводу есть достаточно много известных статей, монографий, в частности, у Ильи Юрьевны о интересе ребенка. В свое время я сама готовила диссертацию, которая рассматривала именно взаимодействие интересов родителей и детей, когда возникает вопрос, например, об определении места жительства или порядке общения с родителем. И, конечно же, тут самой проблемой является ситуация, что мы никак не можем достоверно измерить эти интересы, несмотря на то, что все семейное законодательство, говоря о детских родительских отношениях, направлено на соблюдение именно интересов детей. Ну, мы можем в данном случае говорить и о, например, Конвенции ООН о правах ребенка, тоже все интересы должны быть в этой категории подчинены именно соответствовать интересам ребенка. То есть самая главная задача возникает выявить специфику этих интересов и понять, что же действительно соответствует или не соответствует интересам ребенка. Но вместе с тем многие исследователи, в частности Тарусина Надежда Николаевна, полагают, что эти интересы публичные и частные, они очень часто размыты. Как она указывает, нужно постоянно наблюдать их конкуренцию, причем в масштабах, подвергающих подчас опасности и так относительную автономию. И она говорит о том, что по началам публичного права может быть построена чуть ли не вся область семейных отношений. То есть это достаточно такие серьезные и значимые заявления, с моей точки зрения, над которыми действительно можно задумываться. А действительно, какая часть семейных, детско-родительских правоотношений в чистом виде находится вне сферы влияния публичного интереса. И такого блока, в принципе, я однозначно даже для себя не выделила. То есть, с одной стороны, мы говорим, что государство установило приоритет частных интересов, в частности, с учетом семейного законодательства. С другой стороны, мы понимаем, что до определенной поры, вот я приведу конкретные примеры. Мы говорим, например, о таких вещах, как сегодня Левушкин Анатолий Николаевич сказал, о суррогатном материнстве. Да, наш законодатель допускает существование возникновения таких отношений, но на суррогатное материнство вообще можно смотреть с разных сторон. Я вот сейчас смотрю с точки зрения установленной законом возможности о праве матери оставить ребенка себе. С одной стороны, законодатель как бы четко в своем публичном интересе, да, самовольно вмешался в эти взаимоотношения. И мы знаем, что имеются многочисленные
постановление определения Конституционного суда, которые, в принципе, эту тему закрыли. То есть какие бы последующие после 2012 года обращения по поводу оставления детей биологическим родителям не возникали, Конституционный суд говорит однозначно, что право матери, и кроме того, там в первом, в 2012 году было четко сказано, что матерью является женщина, которая ребенка родила. На самом деле это не было открытием, если мы посмотрим научную даже литературу более раннего периода, например, труды Рясенцева, даже учебник его по семейному праву, он там об этом уже писал. То есть на самом деле суд вышестоящий, он закрыл эту тему, как я говорю, он решил конкретную ситуацию, но Гештальт не закрыт. То есть этот вопрос, по сути, он все равно продолжает быть открытым, потому что вот это непонимание, почему биологические родители остались не родителями, очень многие до сих пор не понимают, и исследователи, в частности, тоже с этой проблемой не до конца согласны, но особенно если учитывать, что там затрагиваются интересы еще отца и самого ребенка. И такие ситуации, они достаточно многочисленные, которые мы можем приводить. Я попробовала эти ситуации перечислить, не раскрывая. Например, если мы говорим о возможности судебного порядка, установления отцовства судебного порядка. Это тоже большая палка о двух концах. То есть кому от этого хорошо? Нужно ли этому отцу, этому родителю такое родительство, если все последствия, которые для него возникают, это только взыскание с него алиментов чаще всего. И в завершение я бы, конечно, хотела подвести выводы о том, что, говоря о частно-правовом характере и доминировании все-таки частных интересов в семейном праве, действительно можно отметить, что роль государства и роль участников очень часто зависит от самих участников, потому что поводом для проникновения публичного интереса в частные отношения является инициатива самих участников. Если мы посмотрим спор об определении места жительства, о порядке общения, это все те вопросы, которые возникают между участниками, и они инициируют их появление и их разрешение. Но вместе с тем это взаимодействие публичного и частного интереса, оно безусловно направлено на защиту прав и интересов детско-родительских отношений, оно меняет сущность, то есть характер частно-правовых отношений, но тут нужно понимать, что возникает независимость частных отношений от публичных. Ну и последним моментом, на который я хотела обратить внимание, что те социальные изменения, которые происходят в обществе, они сами определяют необходимость применения и превалирования публичных отношений над частными. Но, однако, это тоже может быть спорным вопросом, в частности, если мы, например, начнем рассуждать об однополых браках и об усыновлении соответствующими парами детей. Спасибо. Спасибо, Марина Владимировна, за такой содержательный доклад. И, уважаемые коллеги, во-первых, предупреждаю всех о регламенте 5-7 минут. И мы должны также помнить о том, что все-таки у нас должна состояться определенная научная дискуссия, научно-практическая дискуссия, так скажем, да? Поэтому буду еще предоставлять возможность задавать вопросы, и как раз все это у нас примерно 10 минут должно укладываться, потому что желающих выступить у нас много. И я, наверное, злоупотреблю правом, и Марина Владимировна, я хотела бы все-таки уточнить у вас, а какова ваша точка зрения? Вот нужно ли оставить эту норму о праве суррогатной матери оставить ребенка без изменения, либо вы полагаете, что все-таки необходимо предусмотреть обязательность исполнения, да, принять себе обязательства передачи ребенка биологическим родителям? Спасибо. Спасибо, Светлана Владимировна. Я думала об этом вопросе уже давно, но, наверное, мое внутреннее мнение, позиция моя, то, что нужно исходить из цели суррогатного материнства. Цель суррогатного материнства – это все-таки предоставить возможность мужчине и женщине стать родителями. Поэтому я полагаю, что суррогатное
мать не должна обладать таким доминирующим правом. Ну, наверное, сейчас непопулярно ссылаться на законодательство других стран, но тем не менее в тех странах, в частности в Великобритании, где это есть, где это появилось давно, там сразу в законе была указана норма о том, что суррогатная мать обязана передать ребенка, и она не может его себе оставить. Спасибо. Пожалуйста, вопросы будут? Нет вопросов, да? Спасибо большое. Спасибо. Предоставляется Александру Александровичу Сухотину, директору ОНО ДПО академических статистических инициатив город Москва, темой «Опыт применения специальных психологических знаний с использованием видеоконференц-связи в судебных спорах по гражданским делам о воспитании детей». Добрый день, уважаемые коллеги. Слова огромной благодарности Елене Александровне и работникам аппарата судей Верховного суда за возможность принять участие в такой содержательной конференции. Еще до начала конференции, секции точнее, коллега Мария Владимировна задала вполне себе резонные вопросы, что же такого нового можно сказать, если такого рода экспертизы, они уже давно так или иначе практикуются. Ну, здесь как раз таки вот для основания актуальности доклада немножечко, наверное, пояснить, что в апреле этого года проходила конференция судебного департамента в честь его очередного юбилея на базе ГУПа. И модераторами секции Вашему бюрократа по итогу вызван достаточно такой объемный полосный сборник, большой, там на таких руках не лежал. И примерно 2/3 сверхнаучных статей авторов, среди которых как теоретики, так и судьи, они посвящены так или иначе именно разделу цифровизации деятельности судов. И в действительности в ходе доклада я слушаю такие достаточно интересные выступления, что Мособлу суд уже получил какую-то программу, чуть ли не искусственный интеллект будет писать судебные, правда, пока приказами решения, но уже как-то движется в сторону действительности какого-то прогрессивного подхода ко всему к этому. И сейчас, конечно, не процитирую, не вспомню, но один из ученых в этой статье, в этом сборнике, как раз таки отметил, что судебная система все равно по своей природе как является достаточно консервативной, и такие изменения, конечно же, идут планово, но они должны идти планово-системно и поэтапно, наверное, да? Что касается нас, судебно-экспертного сообщества, которое я представляю, видимо, в нашей структуре эти изменения еще более ригидные и консервативные, потому что когда нам поступила первая подобного рода судебно-психологическая экспертиза по делу Джангирян Сизова, фамилии упоминались ровно счетом потому, что они в банке данных Верховного суда Российской Федерации содержатся, не обезличенные, соответственно, можно на них ссылаться. Когда нам подобного рода экспертиза поступила, это был у нас первый опыт, 2020 год, и, конечно же, я обратился к своему наставнику, у нас есть Гульдан Виктор Викторович, 50 лет стажа экспертной деятельности, с вопросом о том, что, как посоветуете. И он дал обратную связь: не проводи, а репутацию испортишь. Но если есть определение суда и материалы дела уже пришли, конечно же, отказываться уже было поздновато, да, и поэтому решился попробовать. Молодой человек, прогрессивный, надо, если есть. Соответственно, экспертиза была поручена судом только в отношении несовершеннолетнего ребенка, Марка, которому на тот момент было 6,5 лет. Сложности были обусловлены тем, что он проживал в Аргентине вместе со своей мамой и единоутробными братом и сестрой. И, соответственно, папа его находился в Краснодаре, и я бы буквально акцентировал свое внимание именно на таких моментах, как вот именно организационно-правовые моменты. Понятное дело, что мы связались с мамой, обсудили организационную сторону, и она очень сильно и помогла именно устоять экспертизе, экспертному заключению в качестве допустимого доказательства по делу. Обсудили детали того, что экспертное исследование будет проводиться с использованием платформы Zoom. Первая сессия была в WhatsApp, но это совершенно как бы неэффективно, позже объясню почему. И мы обсудили технические моменты, чем она может оказать содействие, потому что все-таки ребенку 6,5 лет, который интеллектуально оказался, на удивление, и это действительно так. Но все-таки без помощи родителя, который бы обеспечивал необходимую распечатку и все остальное, это было бы невозможно. Соответственно, все абсолютно задания по договоренности с матерью мы направляли непосредственно перед началом сессии. То есть где-то вот начинается сессия минутки за 2-3, что исключало возможность ознакомления предварительно экспертного с этими самыми заданиями. Далее, мама при исследовании, естественно, не присутствовала, и порядок итогов мы предъявляли сквозь платформу Zoom с использованием ее непосредственно в ходе проведения экспериментально-психологического исследования.
То есть часть бланков это бумажные, часть непосредственно экранные методики экспертные, и экспертные, соответственно, давал ответы на них. Соответственно, все это фиксировалось в ходе видеозаписи, и по итогам мы, как только заканчивалась сессия, мать подэкспертного сканировала бланки заданий, тут же высылала их эксперту, то есть на почту в режиме прямо стоп. И это исключало возможность внесения их правок. Вся эта содержательная часть на самом деле была отражена в полном объеме в экспертном заключении, потому что оно было для нас первым таким флагманским. По итогам 65% экспертного заключения перекочевало в определение апелляционной коллегии по гражданским делам, то есть обычно у нас будет как 5 ответов, 7 ответов на вопросы и больше как бы не используют. Здесь практически все заключение с методологией, с этой организационно-технической частью было указано в определении. И, естественно, Джангирян возражал, как бы суд все-таки счел, что доказательство является допустимым, вполне себе обоснованным, и вынес совершенно справедливое решение. По итогам этого первого случая, так называемого прецедента, да, у нас уже имеется в наличии только вот за этот год еще 3 судебные экспертизы на основании определения судов. Почему я об этом говорю? Ну, во-первых, как бы мониторив немножечко научные статьи, мы нашли только 2 статьи, одна из которых это тезисы Красенкина, которые посвящены уголовным делам, и вторая с Кобелиной Ларисы Александровны, это статья по одному такому подобному исследованию, это не процессуальная форма применения социальных знаний, когда обратился сам родитель, не суд поручен. И, конечно же, у нас научные знания все-таки прирастают именно в виде публикаций, каких-то выступлений на конференции, поэтому мы не должны, наверное, презентовать, обобщать каким-то образом, говорить о том, что это допустимо и правильно, потому что когда мы давали гарантийное письмо Рязанскому областному суду в прошлом году по запросу адвоката, апелляционная коллегия сказала, что это нонсенс проводить психологическую экспертизу с использованием ВКС-связи. Совершенно точно даже как бы не рассмотрела такой вариант. Хотя мы давали не потому, что как бы там прихоть какая-то, а именно один из родителей находился где-то на северо-востоке страны, ему затруднительно было лететь, а другой как бы в Рязани. Во всех случаях, как вы видите, все наши экспертизы, они принимались судами как допустимые доказательства, и, соответственно, им давалась оценка при вынесении решения. Причем после этого пошел шквал такой как бы непроцессуальных форм применения социальных знаний, то есть обращались уже адвокаты и родители без поручения, как бы, то есть не экспертизы, а просто заключение специалистов давались. Здесь буквально еще 2 минутки, с вашего позволения, все-таки еще один случай, это трансграничный спор о воспитании ребенка. Мать увезла 2 детей на Алтай из Англии, из их страны привычного проживания. Говорили они преимущественно на английском языке. У нас специалисты английским языком тоже владеют. После этого Иголкина Александра Евгеньевна, соответственно, это 20-й год, первое обращение отца. Соответственно, детям 14 лет девочке, мальчику 11 лет. Тут кратко приведены тезисы, заключения были на самом деле очень объемные, и знаете, когда ребенок проживает с родителем, который действует, к сожалению, не в интересах ребенка, он остается заложником, так или иначе, предписания этого самого родителя. Приходилось проводить с использованием системы Zoom с телефона, но дети находились где-то вот вокруг какой-то площадки и постоянно оглядывались, не идет ли мама, не смотрит ли кто-то, что они излагают какую-то позицию, которая идет вразрез с мнением матери. Это все тоже было отражено в заключении, и мы очень четко подчеркнули, что девочка, о ней пойдет чуть позже речь, она описала это отношение с матерью как неоднозначно амбивалентное. При этом специалист в подготовке заключения использовал в том числе и цитаты на английском языке, чтобы суду было понятнее, собственно, чтобы он, обратившись, допустим, к видеозаписи, мог понять, что это все не придумано. Собственно, мы обратили внимание на то, что негативные поведенческие реакции матери, согласно изложенным ребенка и девочки, и подростку сведению, они негативно сказываются реально на ее актуальном психическом состоянии, вызывая у нее определенные психосоматические проявления. Ну и про отсутствие эмоциональной поддержки матери, понимаю, регламент, все, наверное, зачитывать не буду. И, конечно же, и мальчикам, соответственно, он говорил, это уже, по-моему, про мальчика, да, что он говорил тоже об отсутствии эмоциональной поддержки со стороны матери. Соответственно, Тверской районный суд, в юрисдикции которого было отнесено рассмотрение данного дела, к сожалению, первое заключение проигнорировал, и уже в феврале отец обратился к нам повторно за тем же самым обследованием, проинформировал специалиста о том, что у девочки началось самоповреждающее поведение. Она начала резать руки, то есть как бы свою психическую боль переносить на физическое тело. И мы повторно обследовали и снова изготовили заключение, опять-таки с видеозаписью, потому что это не процессуальная форма применения знаний, чтобы было подчеркнуто, чтобы судья мог рассмотреть и знакомиться.
Она отметила, что подобная нервозность и дерганность, которая считывалась у нее в ходе непосредственно проведенного исследования, опять цитата на английском языке, они стали для нее привычным состоянием. Я того, как долго с этим живу, что это уже стало для меня привычкой. Понятное дело, что надо читать полностью статью и знакомиться со всеми этими обстоятельствами подробными. Ну и пришлось маме, конечно же, отдать ребенка дальше на проживание родственникам, при этом обратите внимание, тоже последний слайд, что перетянул, но все-таки вот очень важные моменты. Все те вещи, которые подчеркивала девочка в ходе первого исследования, которое отразила наш специалист, были на самом деле воззрением суда. Ну, поэтому я знаю, наверное, опека привлекла к участию. Если бы их своевременно не проигнорировали, наверное, такого тяжелого состояния, вот описанного о том, что она страдала. Кстати, на Алтае у них и буллинг был, и проблемы в адаптации со сверстниками, потому что на английский язык был привычный, на русском языке они говорили достаточно плохо. Они бы, наверное, ну, может быть, как-то их удалось бы предотвратить. В конечном итоге матери пришлось девочку отдать бабушке и тете на проживание, но все равно она делилась мыслями о том, что она продолжает жить как будто бы в лагере врагов, и ей, к сожалению, приходится так или иначе свою психическую, повторюсь, боль переносить на физическую, то есть ножницы, затем бритвой. И это единственный способ, который помогал мне справляться, выдерживать в этой ситуации. Получается, что все-таки эти формы применения социальных знаний, они должны быть, наверное, допустимыми, и надо давать более тщательную оценку и с доверием относиться к специалистам. У нас все. Спасибо за внимание. Спасибо за такой содержательный и практический доклад, Александр Александрович. Вопросы будут, уважаемые коллеги? Пожалуйста, Мария Владимировна. Александр Ильич, здравствуйте. Еще раз, доклад действительно интересный. Вот у меня тоже есть опыт прям участия в подобных делах, трансграничных спорах, где мы действительно и ранее проводили, и использовали. Но у меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, все-таки вы считаете, что проведение экспертиз и дача потом заключений, это все-таки надо рассматривать как достижение техники, внедрять и использовать, или это все-таки как альтернативный вариант от безвыходной ситуации? Спасибо большое, очень справедливый вопрос. Объективно, да, на мой взгляд, все-таки, что, наверное, это способ ухода от необходимости, допустим, при проживании в различных субъектах Российской Федерации, либо за рубежом, чтобы родители не приезжали, когда это невозможно. У судов все-таки есть срок, мы понимаем, для того, чтобы это должен рассматривать. Либо вариант второй, как в случае с этими детьми конкретно, это случай, когда совместно проживающий родитель объективно препятствует тому, чтобы ребенок каким-то образом был обследован психолог. В таком случае, я считаю, это тоже допустимо. А так, конечно, это не должно служить заменой экспериментального очного психологического исследования, потому что есть возможность точного свидетельства, почему нет. Да, только в таких сложных случаях, да. Спасибо большое. Задайте, пожалуйста, вопрос. Добрый день. Александр Александрович, просто вопрос немножко чуть шире. Как часто в сторону удовлетворялись, я понимаю, по судебным исследованиям, заключениям судебных исследований психологических по вашим делам, которые делали ваши специалисты? И не назначали экспертизу, судебную исследование? Вы понимаете, принцип состязательности в гражданском процессе никто не отменял, и сторона самостоятельно доказывает обстоятельства. Обращались к нами за подтверждением тех или иных случаев, в принципе, опять при грамотном построении экспериментально-психологического исследования вполне себе мотивированное заключение, которое в дальнейшем учитывались судами. То есть их все вполне удовлетворяло. Но по процессуальным формам обращения, как правило, нам экспертизы в последующем больше не поступали, поэтому отслеживать их динамику мы тоже как бы не имеем. Уважаемые коллеги, хочу представить вам нашего гостя, который присоединился к работе нашей секции Москаленко Юрия Павловича, судья Верховного суда Российской Федерации, председателя судебного состава семейных дела, члена Совета судей Российской Федерации. Продолжаем работу нашей секции. Слово для выступления представляется Марине Вячеславовне Юльяновой, доценту кафедры гражданского права Российского государственного института правосудия, город Москва. Университет правосудия является соорганизатором нашей конференции. И тема доклада «Мнение ребенка как элемент юридического состава». Пожалуйста, Марина Вячеславовна. Большое
спасибо за приглашение, за невозможно не сказать слова благодарности организаторам за столь интересное научное мероприятие и выразить свою признательность искренне. Моя тема немножко будет, наверное, шире, чем заявлено. Я освещу не только учетные ребенка, но еще и поставлю вопросы, которые в более широком аспекте затрагивают интерес ребенка. Мнение ребенка учитывается обязано учитывать с 10 лет в соответствии с Семейным кодексом. Но в то же время мы имеем еще и права, которые имеют еще и другие нормативные акты, которые затрагивают мнение ребенка. В частности, на сегодня у нас права человека в современном мире, предметом исследования, которые являются актуальными, привлекают внимание и к биоправам. Биоправа на сегодняшний день это одна из актуальнейших тем, которая интересует не только наших российских ученых, но ее затрагивают и ученые иностранные. Мы видим вопросы, которые поднимаются о биоправе не только в российском законодательстве, но оно интересует и законодателей зарубежного. На что я сегодня хотела бы обратить внимание. В законе, в федеральном законе об охране здоровья и о учете мнения граждан при медицинском вмешательстве говорится о том, что мнение и согласие ребенка на медицинское вмешательство требуется с 15 лет. И вот здесь возникает нонсенс. С одной стороны, мы имеем семейный кодекс, где мнение ребенка учитывается с 10 лет, и с другой стороны, у нас согласие ребенка на медицинское вмешательство требуется, когда он достиг 15-летнего возраста. Здесь не говорится о лицах, страдающих наркоманией. Я не затрагиваю вопросы сегодня, которые связаны с признанием эмансипации ребенка и признанием дееспособности, например, вследствие вступления в брак и так далее. Но в этой ситуации не спрашивают согласие родителя этого ребенка на медицинское вмешательство. Безусловно, мы знаем случаи, когда есть публичный элемент, и если родители более младшего возраста детей не дают согласия, вмешивается прокурор и дает согласие на переливание крови, если там по религиозным соображениям. Но в этой ситуации, о чем я хочу сказать, что когда ребенок достиг 15-летнего возраста, согласие родителя уже не требуется. И нет градации между согласием взрослого, достигшего 18-летнего дееспособного лица и лица, которое достигло 15 лет. То есть юридически это равное уже согласие. Хотя, опять же, с позиции семейного законодательства родители несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка по достижению 18-летнего возраста. Вот здесь я вижу некоторый диссонанс, который, обращаясь, наверное, к законодателю, предлагал поправить, и потом уже статья опубликована в российской юстиции. И второй момент, на который я хотела бы обратить внимание, это связано с содержанием. Это опять жизненно важное такое право ребенка на содержание, на получение содержания от своих родителей. Как и в первой ситуации, это опять закрепленное право и в Конституции Семейного кодекса, которое обеспечивается действиями родителей, содержание детей. Содержание я имею в виду здесь не только уже как взыскание алиментов, но содержание в более широком смысле это обеспечение не только пищей, но и кровом, обеспечение заботой о ребенке. И вот здесь хотелось бы обратить внимание на следующее. Сейчас мы очень активно видим внедрение медиативных процедур в семейные споры, и, безусловно, это важный элемент для бесконфликтного впоследствии решения вопроса, когда ребенку сохраняется общение как с одним родителем, так и с другим. То есть конфликт вроде бы разрешен, родители остаются вовлеченными оба, к чему, в общем-то, нас и призывает принцип равенства прав родителей, закрепленных в Семейном кодексе, но иногда возникают и другие последствия правового характера, о которых мы все знаем, это взыскание алиментов. И вот здесь родитель один, проживающий с ребенком, и родитель, который уже активно вовлечен в жизнь ребенка, содержит его, оплачивает, о чем сегодня Павел затрагивал вопрос, о вопросах комментирования, содержит его, используются различные платформы для оплаты дополнительных занятий ребенка, для покупки ему одежды. И в то же время, ввиду угрозы, тот родитель, с которым ребенок проживает, например, 4 дня в неделю, предъявляет требования о взыскании алиментов, и он получает свои проценты от дохода. Там родитель, который с ребенком, например, 3 дня проживает, это может быть по их соглашению. И впоследствии мы видим, что появляется задвоенность. С одной стороны, вроде бы удовлетворение интересов ребенка, удовлетворяется требования взыскания алиментов, а с другой стороны, фактически обстоятельства жизни ребенка
и вот это вот содержание его со стороны обоих родителей, оно требует более пристального внимания со стороны, наверное, законодателя, потому что в статье у нас говорится, что взыскивается 25%. Я понимаю сейчас, наверное, может быть, не все поддержат эту мысль. Почему? Потому что она не является, скажем так, продолжением того, что у нас ранее было. Раньше у нас ребенок, проживающий отдельно, с отдельно проживающим родителем встречался, как порядок общения, по выходным, да, или в каникулярное время. У нас сейчас, мне кажется, появляется уже в большем количестве иски, когда родители вместе вовлечены, вот исходя из, наверное, равенства этого прав родителей, вовлечены, воспитывают своих детей совместно. И они предъявляют требования в суды с вопросом об установлении иного размера взыскания, взыскиваемых алиментов. Или просят за прошедший период, там, один родитель 100 дней проживал с ребенком, другой проживал там какое-то другое количество дней. Просят учесть это обстоятельство в дальнейшем на будущий период при взыскании этих алиментов. Здесь, опять же, непопулярно, может быть, сейчас обращусь к опыту законодателя зарубежного. В Греции в 2021 году, в сентябре месяце, был принят федеральный закон, который изменил порядок проживания пребывания с отдельно проживающим родителем, и постарались они внести на законодательном уровне воспитание, чтобы обеспечено было обоими родителями, если они сами того желают. То есть это не насильная мера, это нельзя принудить, но если стороны оба родителя хотят быть вовлечены, то такая у них законом предусмотрена возможность. Поэтому, наверное, я тоже бы обратила внимание законодателя на изменение этой нормы, потому что когда нам клиент говорит, он не затрагивает именно этого аспекта, о том, какое было поведение до того. Спасибо большое за внимание. Слово представляется Никодимову Павлу Валерьевичу, председателю Детского городского суда Новосибирской области, председателю Совета Новосибирской области с докладом отдельного вопроса, доказываемого по спорам, связанным с воспитанием детей. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Мы перенимая эстафету поздравлений решите от лица судейского сообщества нашего региона, от руководителя Новосибирской области суда Семеновича, который также прибыл вместе со мной на это замечательное мероприятие, поблагодарить за радушный прием, за ту теплоту, которая оказывается всем нам, и за это гостеприимство поздравить, естественно, уважаемый Верховный суд вашего региона со столетием. Тема моего доклада звучит обширно. Это отдельные вопросы доказывания по спорам, связанным с воспитанием детей. Но хотелось бы остановиться на чуть более узком направлении в этом плане. Это вопросы назначения и проведения экспертиз по спорам о детях. Вот коллега, уважаемый, чуть раньше об этом говорил. Готовясь к совещанию, мы общались с судьями нашего региона и выявили, на наш взгляд, ряд проблемных вопросов, которые хотелось бы осветить и, может быть, получить какое-то тоже мнение и помощь юридическую. Ни для кого не секрет, что в последние годы дети становятся объектом судебных споров все чаще и чаще. Вот только в нашем регионе, я не буду говорить, все знаете, какие споры входят, да, споры о детях, это касающиеся воспитания, общения, устранения препятствий. Сотни дел рассматриваются в нашем регионе, и это количество, к сожалению, увеличивается. Ну, наверняка нужно понять, что это только вершина айсберга, сколько проблемных ситуаций в семьях вообще есть, да, если 600-500 дел, 700 дел в нашем регионе доходит до судебных тяжб между сторонами. При этом количество обжалованных решений увеличивается с каждым годом. Если там в 2019-2020 году в нашем регионе обжаловалось порядка 25 решений, то сейчас уже за 60 каждый год, и по итогам прошедшего полугодия сохраняется эта тенденция. Конечно, специализированное доказывание экспертизы это особый элемент, да, среди доказывания, имеющий свою специфику. И судьи для целях установления эффективного доказывания по этим делам назначают, как все мы знаем, судебно-психологические, судебно-психиатрические экспертизы или комплексные. Это психологи-педагогические экспертизы, специально акцентированные на
внимание, продолжают, кстати, назначать, и психолого-психиатрические экспертизы. Так вот, одна из проблем, которая сейчас возникла, можно только посчитать это не проблема, но она реально порождает определенные организационные проблемы и правовые последствия, и организационные последствия. Это возможность или невозможность назначения психолого-педагогической экспертизы. В 2020 году Институт Министерства и Центр судебных экспертиз подготовил и направил всем известное информационное письмо, в котором жестко раскритиковал возможность назначения педагогических экспертиз. Говоря о том, что педагог это, одним словом, критикует тем, что педагогика это вообще не сфера экспертной деятельности. Мы начали разбираться и выясняем, что судьи продолжают назначать именно педагогов психологической экспертизы, считают, что педагог должен привлекаться к участию в деле помимо психолога, либо педагог-психолог. Поскольку, с одной стороны, педагогика – это наука о том, как чему-то научить, как воспитать человека, и вроде бы далека от психологии, как того направления, которое в судебном споре должно использоваться. Но, тем не менее, на наш взгляд, педагоги могут участвовать как эксперты не только как специалисты, мы это знаем при опросах, для установления контакта с детьми, но еще и для определенных исследований при проведении экспертизы, для определения уровня психического развития ребенка, путем применения педагогических каких-то моментов. Но это наша точка зрения. И если, так сказать, и мы, отдельно авторы теоретики, считают, что все-таки проблема того, может или не может проводиться эта экспертиза, да и вообще многие проблемы при назначении проведения экспертиз связаны, конечно же, прежде всего с отсутствием четкой теоретической базы и правового регулирования достаточно такого, не на очень высоком уровне назначения и проведения этих экспертиз. Это пример того, что может возникнуть при рассмотрении судебных споров. Уже в 2022 году, когда информационное письмо получило достаточно большое распространение и, если честно, начало использоваться, по сути, как определенный правовой акт, потому что видны прям ссылки на данный документ при апелляционных инстанциях, а районные суды нашей области продолжили изучать судебно-педагогические экспертизы и определяют в качестве педагогов психологической экспертизы, определяет в качестве экспертного учреждения, образовательного учреждения, где педагоги и психологи работают. И апелляционная инстанция нашего региона неоднократно, вынося решения, оставляет без изменения решения в последующем, но при этом назначая, по сути, повторную экспертизу, не доверяя заключению педагогической экспертизы по первой инстанции, говорит о том, что педагогическая экспертиза – это гуманитарная экспертиза, никакого отношения не имеет к судебной психологии. Действительно, педагогическая экспертиза у нас содержится в нормативном источнике, вы это знаете, в законе об образовании, и она совсем к юриспруденции не относится, а относится к определению несоответствия правовых актов в сфере образования. То есть, может быть, серьезный довод. Но, тем не менее, еще раз говорю, ситуация связана с тем, что достаточно малая правовая база, которая могла бы регламентировать эту ситуацию, она говорит о том, что все-таки надо разобраться с помощью специалистов, с помощью психологов-специалистов, педагогов-специалистов для того, чтобы определить все-таки, возможно или невозможно назначать данные экспертизы, чтобы государственная машина у нас лишний раз не работала, не назначала основу экспертизы, не тратились бюджетные деньги на проведение данных экспертиз. Для этого предлагается, по крайней мере, нашим сообществам, чтобы в ходе этого разбирательства, анализа, проанализировать нормативную базу, по возможности принять соответствующие источники. Но есть же стандарт по психологической экспертизе, о котором я чуть позже скажу. Но можно стандарт принять, по стандартам для этих моментов. Потому что, бывает, судьи действительно в каких-то ситуациях, он не специалист в этой сфере, не хватает этих познаний, и нам нужно обращаться к уважаемым коллегам в области психологии, педагогики и психиатрии. И второй момент, на который я хотел обратить внимание, есть еще 1 минута у меня, да? 2 минуты есть. Второй момент, эта проблема возникла реально с марта этого года, 2023 года, и касается, по сути, запрета на назначение судебно-психиатрических экспертиз в негосударственные учреждения. Распоряжением правительства Российской Федерации внесены изменения в перечень этих судебных экспертиз, и теперь, к сожалению, для правоприменителей
если ранее судебно-психиатрическая экспертиза могла назначаться и проводиться в государственных учреждениях только по узкой категории, по уголовным делам, по сообщениям о преступлении, то теперь раздел 5 гласит так, что полностью теперь ее нельзя назначить. В Новосибирском регионе у нас два психиатрических специализированных учреждения, которые ранее, извиняюсь, захлебывались от количества назначаемых экспертиз, и качество страдало от этого. Сейчас, ну, еще медицинский университет нам еще начинает помогать, и коллеги назначают экспертизы и туда. Но мы так понимаем, что все-таки экспертных сил и средств у государства не так много, и при этом лицензии у учреждений не государственного профиля, да, но лицензии на возможность осуществления медицинской деятельности по судебно-психиатрической экспертизе, они остались, они не отозваны. И что же делать судья в этой ситуации? Ну, в целях соблюдения разумных сроков рассмотрения дела, соблюдения прав участников процесса вот по такой категории дел. Ну, честно вам хочу сказать, некоторые судьи, зная, что вот в данной организации лицензия не отозвана, принимают решение, да, о назначении судебно-психологической экспертизы, не указывают, что это психиатрическая, ставят, по сути, вопросы психиатрического направления. Назначают ту организацию, которая лицензия не отозвана, если государственное учреждение говорит, что ну, в ближайшие месяцы не сможет вам помочь в этой ситуации. Поэтому здесь бы тоже хотелось либо рассмотреть вопрос о том, чтобы вернуться к старой модели назначения психиатрических экспертиз и распоряжение правительства все-таки вернулось на прежний этап. Ну и если уж государство, мы понимаем, что усиливается контроль, это серьезный момент, это определение вопроса обвиняемости в уголовном деле, да и ребенок, это же серьезно, это судьба ребенка может зависеть в том числе и от выводов эксперта. Мы это понимаем, но если уж сомнения есть у государства в плане компетентности негосударственных экспертных учреждений, ну, дополнительно усилить контроль. Может быть, ответственность самого учреждения, дополнительно капитальной ответственности хватает, либо непосредственно руководителя данного экспертного учреждения, дабы исключить какие-то серьезные ошибки и злоупотребления. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание, готов ответить на ваш вопрос. Какая обратная связь, на самом деле, затронули, на самом деле, класс очень серьезный такой, и вот он объективно рассматривается нами уже года, наверное, 4-5, тем, потому что даже в государственном СИО нет экспертов, которые могли бы заниматься категорией определенных дел, потому что в Краснодарском крае у нас есть филиал. Приходит руководитель и говорит, что у нас по заданию все дела только по экстремизму, определенным категориям, даже если я возьму еще двух экспертов, то не будет хватать. Поэтому, конечно же, проблема есть. И вот второй момент по информационному письму, который подчеркнули, но в действительности у педагога нет специальных знаний, которые необходимы для производства данной экспертизы по данной категории гражданских дел. Поэтому сколько бы вопросов не ставили и не привлекали, это только дополнительная нагрузка на экспертное учреждение, что мы берем штат педагога, когда ошибочно суд получает психолога, ПГМ психолога устроен. Но он, по сути, сидит просто элементарно прикладным, как бы ненужным человеком комиссии, потому что нет ни методов, ни методик, ни все категории, которые подлежат установлению суда, согласно пункту 3 статьи 65 Семейного кодекса. Это чисто компетенция либо психиатра, либо психолога. Нет нужды. Спасибо. Это точка зрения. Спасибо. У вас психолог судебно-психологической экспертизы в течение какого срока исполняется? Вот сейчас, ну, ранее, когда вот до так называемого запрета, порядка 2-3 месяцев это максимально проводилась экспертиза, в зависимости от объема, то есть количество поставленных вопросов, отец, мать, ребенок, отец, ребенок. Вот сейчас мы прогнозируем на увеличение сроков проведения, я даже боюсь об этом что-то сказать, потому что мы же понимаем, что в первую очередь сейчас будет госучреждение экспертизы по уголовным делам исполнять, это понятно, а потом уже по гражданским делам. Ну, такая практика сложилась, по крайней мере, в нашем регионе, я думаю, что, наверное, здесь тоже, да? Поэтому сейчас мы вообще прогнозируем за полгода и выше. Скажите, а бывают такие ситуации, когда судьи признают недопустимые доказательства заключения экспертизы? Готовясь к этому совещанию, мы просили всех коллег на этот же вопрос ответить. Вот именно так как я различные дела в период судебной деятельности рассматривал, в том числе уголовные, признал даже недопустимыми заключение экспертиз по уголовным делам, а сейчас вот на гражданских делах, да, специализация. Так вот, в нашем регионе ни один из районных судов, у нас 32 районных суда, 316 судей, работает из них порядка половины гражданской коллегии, ни разу в последние годы именно юридического решения принять недопустимым не признавали. Но вот апелляционная инстанция, по сути, не говоря о том, что это недопустимое доказательство,
оно, по сути, его не принимает в счет, назначает повторную экспертизу и проводит. Когда вот это вот информационное письмо вышло, завтра у нас несколько случаев. Прямо идентично решение судебного порядка по Лондону. Большое спасибо вам, Павел Иванович, за очень содержательный доклад, за предложения, которые вы высказали. Представляется Порошевой Ольге Яковлевне, старшему прокурору по обеспечению участия прокурора в гражданском и арбитражном процессе. Прокуратура Республики Бурятия. А доклад называется «Практика участия прокурора в гражданских делах о решении, ограничении, восстановлении родительских прав и реализация прокурором иных процессуальных полномочий по результату рассмотрения дел данной категории». Добрый день, уважаемые участники конференции. Разрешите сначала поздравить Верховный суд Республики Бурятия с большим праздником, значительная дата, столетие успехов вам, процветания. Ну и, конечно же, спасибо организаторам данного мероприятия за возможность участия и возможность вообще даже присутствовать и послушать тех лиц, которые здесь выступают. Тему мы огласили, то есть это у нас все-таки практика участия именно прокуратуры в гражданских делах, решения ограничения родительских прав и реализация прокуроров иных процессуальных полномочий по результатам рассмотрения дел данной категории. Вообще ежегодно прокурорами обеспечиваются участие в значительном количестве дел данной категории. В республике они составляют приблизительно 20% от всех дел, рассматриваемых с обязательным участием прокурора. Таким образом, обеспечение законности судебных актов по указанным спорам является одной из основных задач прокурора. Прокуроры, участвующие в деле, ориентированы прежде всего на защиту соблюдения интересов ребенка, поскольку посредством этих споров решается судьба человека, то есть ребенка, зачастую это даже нескольких детей сразу. В 2022 году судами первой инстанции с участием прокуроров рассмотрено порядка 798 дел, и в соответствии с заключением прокурора вынесено порядка 98%. За 6 месяцев 2023 года это 370 дел и процент вынесения решений в соответствии с заключением прокурора примерно такой же 98,4%. Чаще всего суды все-таки приходили к выводу об обоснованности заявленных требований, и 73% это были решения об удовлетворении исков, 15% исковых заявлений были отклонены. Конечно, также были факты прекращения дел ввиду отказов от исков, оставления дел без рассмотрения, а также передача дел по подсудности. Если говорить о субъектном составе, то большая часть исковых заявлений подана либо одним из родителей, либо опекуном или попечителем, или органом опеки и попечительства. Вот на них приходится примерно 80% исковых заявлений. В отдельных случаях иски подавались комиссиями по делам несовершеннолетних, а также организациями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В единичных случаях иски предъявлялись, иски данной категории инициировались также прокурорами районов. В 2022 году таких исков было 3. Наибольшее количество дел у нас рассматриваются судами, расположенными в городе, то есть это Октябрьский, Железнодорожный, Советский. Если говорить о районах, это Заиграйский, Волгинский район. Ну и значительное количество дел также рассматривается на территории Прикавказского района и Яхтинского района. До стадии апелляционного обжалования доходит, как правило, небольшое число дел, это примерно 10%. Вместе с тем, достаточно часто судебные акты подвергаются отменам и изменениям. В 2022 году судами апелляционной инстанции с участием прокурора рассмотрено 58 дел данной категории, из них отменено 32 или 55,2%. По апелляционным представлениям прокурора было отменено 21 судебное постановление. За истекший период 2023 года судами апелляционной инстанции рассмотрено 25 дел, отменено 14 или 56%. В целом анализ показал, что прокуроры преимущественно выносили апелляционные представления, влияющие не на разрешение дела по существу, а на правильное регулирование сопутствующих вопросов, таких как взыскание алиментов, передача детей и дальнейший контроль за судьбой несовершеннолетних.
Отмены судебных решений по жалобам сторон главным образом происходили в результате несоответствия выводов суда первой инстанции обстоятельствам дела, иной оценки апелляционной инстанции представленных доказательств, семейной ситуации, в том числе иногда с учетом дополнительного исследования на стадии апелляции юридически значимых обстоятельств, таких как текущее состояние несовершеннолетнего, родителей, дохода, трудоустройства, материально-бытовых условий поведения ответчиков, в том числе в период рассмотрения дела. Но таким образом данная категория дел все-таки представляет практическую сложность, прежде всего не ввиду применению или толкованию норм права, а исходя из оценочного характера объема доказательств, имеющих значение для правильного разрешения спора. В связи с чем прокуроры, участвующие в деле, у нас ориентированы на занятие активной позиции, то есть не просто дальше заключения, а именно занимать активную позицию как в истребовании, так и в исследовании доказательств для установления всех юридически значимых обстоятельств по делу, составления какой-то полной картины семейной ситуации в целях минимизации возможных ошибок. Если говорить о кассационной инстанции, то в 2022 году судом кассационной инстанции проверена законность судебных постановлений по 9 делам. Отменены 3 судебных акта, в том числе в 2 случаях это по кассационным представлениям прокурора. Причинами отмен являлись следующие обстоятельства. В одном случае это было грубое нарушение, процессуальное нарушение, материалов дела у нас отсутствовали письменное заключение органа опеки и попечительства и акты последования фактических и возможных условий проживания несовершеннолетнего. Получается, ни прокурор на первой инстанции, ни прокурор, участвующий в апелляционной инстанции, на данные факты внимания не обратил, и в последующем получили отмену по процессуальным основаниям. Во втором случае разрешение спора произошло без привлечения к участию в деле заинтересованного лица, а именно по материалам дела следует, что у нас в отношении ребенка было установлено отцовство. Между тем, фактически отец ребенка к участию в рассмотрению дела в отношении матери по ограничению родительских прав привлечен не был, то есть ему он даже не был извещен о времени месте рассмотрения дела, ему не было разъяснено право забрать ребенка для воспитания. Ну и третий случай у нас был отменный в связи с тем, что несоответствие выводов суда апелляционной инстанции, который отказал в иске о лишении родительских прав фактическим обстоятельствам дела. Я, наверное, не буду переходить конкретно. Ну и тогда еще скажу, конечно, о иных процессуальных полномочиях прокурора. Прокурор не только обеспечивает законность при принятии судебных актов, но и в отдельных случаях использует полномочия по организации различных проверок в целях соблюдения законности и прав несовершеннолетних, а также иных участников процесса. В случаях выявления нарушений со стороны органов системы профилактики и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, выразившиеся несвоевременном реагирование на факты нахождения детей в трудной жизненной ситуации и надлежащей подготовки к судебному заседанию, прокуроры ходатайствуют о вынесении частных определений в адрес таких органов. Кроме этого, прокурорами составляются рапорта по фактам жестокого обращения с детьми, нами инициируется проверка исполнения законодательства, например, в сфере использования средств материнского семейного капитала, осуществления трудовой деятельности без заключения трудового договора. Ну и прокуроры непосредствующих дела по каждому факту выявления в ходе рассмотрения гражданских дел в случаях жестокого обращения с детьми, деструктивного поведения несовершеннолетних, признаков суицидальных наклонностей, нацеленные на незамедлительное принятие мер по инициированию проверки. Притом подготовки также рапорта на имя прокурора для организации принятия правового решения и полного комплекса мер профилактики, то есть для организации работы всех органов системы профилактики района с данным ребенком в целях установления и решения возникших у несовершеннолетнего проблем. В связи с большими регламентами проводить примеры не буду. Спасибо большое. Спасибо.
спасибо. Нам очень приятно, что к нам присоединились не только вот ученые, судьи, но и также вот всегда, да, с организаторами, участниками наших конференций бывают сотрудники прокуратуры Республики Бурятия. Поэтому в вашем лице мы выражаем большую благодарность за такую активную позицию не только по защите прав и свобод во всех сферах, но и вот по такой работе научной, работе со студентами. Спасибо. И вам тоже еще раз большое спасибо за это. Вопросы будут, коллеги? Спасибо. Уважаемые участники конференции, с большим удовольствием предоставляю слово нашей коллеге, другу нашей кафедры, нашего университета, Фариде Махмадаминовне Аминовой, заведующей кафедрой международного права и старательного правоведения Российско-Таджикского Славянского университета, доктору юридических наук, доценту. Фарида Махмадаминовна, здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нам. Представляем вас. Хотелось бы для начала поблагодарить организаторов конференции за предоставленную возможность сегодня поучаствовать вместе с вами на данной конференции. Но на самом деле я хотела прослушать доклады пленарного заседания, потому что тематика очень интересная, но, к сожалению, не получилось. Но и те доклады, которые уже я сейчас прослушала, очень много вопросов возникает. Правда, что поднимаются очень серьезные вопросы, проблемы, которые на сегодняшний день существуют в науке и в практике. И на сегодняшний день, сегодня я выступлю с докладом на тему, сейчас я презентацию включу. Меня хорошо слышно? Хорошо. Хорошо слышно. А сейчас я включу свою презентацию. Так. Значит, презентацию видно? Видно. Значит, сегодня я выступлю с докладом на тему «Неродившийся ребенок. Вопрос охраны правового статуса». Эта тема на сегодняшний день является очень актуальной, я думаю, не только для Республики Таджикистан, но также и для всего мира в целом. Значит, на сегодняшний день необходимо для начала объяснить, что такое вообще охрана прав ребенка, потому что это понятие отличается от понятия защиты прав ребенка. Охрана прав ребенка – это процесс, направленный на создание безопасной и благоприятной среды для детей, в которых их права могут соблюдаться на должном уровне. Как известно, в переводе с латинского статус подразумевает состояние определенного субъекта права, связанного с наличием системы прав и обязанностей. Но в данном случае мы говорим об охране прав ребенка, когда мы говорим о понятии слова «ребенок», то следует заметить, что на сегодняшний день со всеми международными и национальными нормативно-правовыми актами ребенком признается лицо, не достигшее 18-летнего возраста. Сейчас мы плавно перейдем на неродившийся ребенка. Значит, на сегодняшний день охрана прав ребенка базируется на международном праве и на национальном законодательстве Республики Таджикистан. Ну, то есть на международном уровне это те конвенции, участницами которых является наша страна, Республика Таджикистан, а на национальном уровне это ряд определенных законов. В частности, один из самых известных законов – это закон Республики Таджикистан об ответственности родителей за обучение и воспитание детей 2011 года и закон Республики Таджикистан о защите прав ребенка от 2015 года. Ну, кроме этого, это ряд кодексов, которые в общем виде занимаются охраной защиты, отражают охрану защиты прав ребенка. То есть это гражданский кодекс Республики Таджикистан, Семейный кодекс Республики Таджикистан, также кодекс здравоохранения Республики Таджикистан. На сегодняшний день следует отличать правовой статус гражданина от правового статуса ребенка, поскольку отличие заключается в том, что последний более стабилен по своей природе. Он обладает большим постоянством, в отличие от положения ребенка, которое подвержено скорому изменению. А потому принято считать, что отношения, в которых принимает участие ребенок, достаточно динамичны и в большей степени они зависят именно от возраста самого ребенка. Когда мы говорим о правовом статусе неродившегося ребенка, то в данном случае все гораздо сложнее. Так, законодатель Республики Таджикистан не дает полного однозначного ответа на вопрос о том, каким же все-таки правовым статусом обладает ребенок, находящийся в утробе матери. Насколько мне известно, законодатель Российской Федерации тоже также не дает однозначного ответа
на данный вопрос. И на сегодняшний день сложилось две основные точки зрения. Первая точка зрения – это ребенок составная часть организма матери, и вторая – ребенок самостоятельный субъект. Когда мы говорим о том, что ребенок является составной частью организма матери, об этом свидетельствуют нормы Кодекса здравоохранения Республики Таджикистан, который был принят у нас в 2017 году. Но в то же время нельзя, конечно, относить, сравнивать ребенка с другими органами и частями тела человека, такими как, предположим, сердце, почки. Конечно же, это составная часть организма матери, которая в дальнейшем может трансформироваться уже в полноценного человека. И вторая точка зрения – ребенок самостоятельный субъект. То есть, если исходить из этой точки зрения, то, соответственно, был бы запрет, полный запрет на аборт. При наделении ребенка правоспособностью возникла бы необходимость законодательного запрещения производства абортов, которое вытекает из наделения эмбриона права на жизнь. Тем не менее, мы не можем говорить о полном отсутствии охраны прав родившегося ребенка. Так законодатель охраняет здоровье и в некоторой мере даже саму жизнь родившегося ребенка. На сегодняшний день в мире существует очень много движений, которые именно придерживаются именно второй точки зрения, в соответствии с которой ребенок является субъектом ДТП, и в данном случае они рассматривают аборт как убийство ребенка. И как бы на сегодняшний день в республике, на сегодняшний день в мире даже существуют специальные памятники, которые как бы памятники не родившимся детям аборта. Далее, статья 85 Кодекса здравоохранения Республики Таджикистан, она предусматривает свободу граждан в репродуктивных отношениях, то есть граждане свободны выбрать и контроль собственной репродуктивной жизни. Однако следует заметить, что данный контроль, да, он есть, но тем не менее мы не можем говорить о том, что полное право на полное решение ситуации имеет тот или иной субъект. Таким образом, государство все-таки охраняет права ребенка. В частности, существует запрет селективного аборта. То есть мать не имеет права делать аборт после определенной недели в Республике Таджикистан в зависимости от пола ребенка, если ей не нравится пол ребенка. Кроме этого, существует запрет на прерывание беременности после 22-й недели. Также неродившийся ребенок может выступать в качестве наследника по закону и наследника по завещанию. То есть в Республике Таджикистан, если ребенок зачат при жизни наследодателя и рожден в течение 300 дней после, соответственно, после его смерти он может быть признан наследником по закону. Кроме этого, его можно указать в завещании как наследника. Также следует заметить, что правоспособность связана с моментом рождения, конечно же, как и Республики Таджикистан, так и Российской Федерации. Но следует обратить внимание на то, что жизнеспособность на сегодняшний день меняется в зависимости от развития медицинских технологий. Если раньше выживать могли дети, предположим, 7-месячные, 8-месячные, 5-месячные, то на сегодняшний день уже возможно выходить ребенка, который рожден с массой тела около 500 килограмм. То есть вопрос жизнеспособности, он имеет большое значение, поскольку сам законодатель не предусматривает, на каком месяце и на какой неделе должен родиться ребенок для того, чтобы считаться правоспособным. То есть это связано только с моментом рождения. Вот. На данных фотографиях показано, что ребенок буквально размером с ручку, но тем не менее он может быть жизнеспособным. И вот, говоря о статусе неродившегося ребенка, невозможно обойти вопросом правонарушения по применению вспомогательных репродуктивных технологий, в которых основными субъектами являются супруги и медицинская организация. Но, на мой взгляд, на наш взгляд, ребенок, он тоже должен быть признан каким-либо участником. То есть он не объект. В данном случае нам предлагают признать его в качестве специфического субъекта, то есть псевдосубъекта. Почему с нашей стороны поступает такое предложение? Потому что на сегодняшний день правовой статус ребенка он не определен,
в то время как законодатель, вот из того, что я уже изложила выше, видно, что законодатель защищает, охраняет, вернее, прошу прощения, права ребенка, не родившегося. И, соответственно, из всего этого можно сделать вывод, что не родившегося ребенка можно все-таки признать псевдосубъектом. Таким образом, выйти из этого положения законодательной неопределенности. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Коллеги, вопросы будут? Тема очень интересная, тем более у нас в зале присутствуют студенты, которые изучают дисциплину охраны прав детей в Российской Федерации, семейное право, а также проблемы применения семейного законодательства. Это наши студенты, бакалавры, магистранты. И, конечно же, они с большим удовольствием выслушали ваш доклад, уважаемая Фарида Магомедовна. Оставайтесь с нами на связи. Спасибо. Спасибо большое. Вопросов нет? Вопросов нет. Спасибо. Все согласны? Очень хорошо. Спасибо. А теперь мы приглашаем Нину Торжину Александровну, нотариуса Улан-Удэнского индивидуального округа Республики Бурятия, члена комиссии по повышению квалификации нотариусов и методической работы. На основе доклада Торжина Александровна назовет сама. Добрый день, уважаемые участники конференции. Разрешите поздравить Верховный суд Республики Бурятия с такой знаменательной датой, со столетием, и пожелать удачи, успехов и процветания. Тема моего доклада – особенности отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетним. Защита прав ребенка – одна из важнейших задач государства. Государственная политика основывается на обеспечении единства прав и обязанностей, ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних детей. Создает условия для охраны и защиты этих прав. Особая защита прав предусмотрена в Женевской декларации прав ребенка, декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН и признанной Всеобщей декларации прав человека. В силу Конвенции ООН о правах ребенка Российская Федерация взяла на себя обязательство обеспечить детям такую защиту и свободу, которая необходима для их благополучия, учитывая права и обязанности родителей, опекунов и других лиц, несущих для них ответственность по закону, и с этой целью принимать все соответствующие законодательные и административные меры. Целям охраны и защиты прав несовершеннолетних служит институт предварительного разрешения органов опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства играют важную роль в механизме реализации и защиты имущественных прав и интересов несовершеннолетних. Тем не менее, законодатель посчитал необходимым ввести осуществление контроля за родителями не только со стороны органов опеки и попечительства, но и со стороны нотариата. Теперь интересы ребенка гарантированы путем предоставления принудительной юридической помощи, а именно обязательным нотариальным удостоверением сделки по распоряжению недвижимым имуществом несовершеннолетнего. Согласно Федерального закона о государственной регистрации прав, о государственной регистрации недвижимости, сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях опеки, а также сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину, или гражданину, признанному ограниченным дееспособным, подлежат нотариальному удостоверению. Введение обязательной нотариальной формы распорядительных сделок с имуществом подопечных свидетельствует об усилении и регулировании данных отношений. Принцип публичности деятельности нотариуса и его правозащитная функция тесно взаимосвязаны. Защищая права и законные интересы граждан и юридических лиц, нотариус тем самым реализует публичный интерес, проявляющийся в создании благоприятных условий для экономической деятельности и гражданского оборота, для стабильной жизни. Таким образом, с 2016 года сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину, в силу закона подлежат нотариальному удостоверению. Дети могут быть собственниками недвижимости по различным основаниям. Имущество может быть передано им в дар,
получено в порядке наследования, в том числе в порядке участия в приватизации, а также выделение доли жилья, которое было приобретено за счет средств материнского семейного капитала. Хотелось бы отметить, что по общему правилу недвижимое имущество несовершеннолетних не подлежит отчуждению, но законом предусмотрены исключения из этого общего правила, и которые предусмотрены в Федеральном законе об опеке и попечительстве. Это принудительное обращение взыскания по основанию, в порядке которого установлено федеральным законом, в том числе при обращении взыскания, например, залога, отчуждение по договору ренты или по договору мены, если такой договор совершается в выгоде подопечного. Отчуждение жилого помещения, принадлежащего подопечному, при перемене его места жительства. А также в исключительных случаях, когда, например, требуется лечение несовершеннолетнего, оплата дорогостоящего лечения. В соответствии с статьей 163 Гражданского кодекса Российской Федерации, материальное удостоверение сделки означает проверку законности сделки, в том числе наличие у каждой из сторон права на ее совершение, и совершается нотариусом или должностным лицом, имеющим право совершать такое материальное действие в порядке, установленном основой законодательства Российской Федерации о нотариате. Первое, что в этом случае необходимо установить нотариусу, это подпадает ли сделка по отчуждению недвижимости под исключение, установленные статьей 20 Федерального закона об опеке. Таким образом, нотариус вправе удостоверить договор по отчуждению недвижимости несовершеннолетних детей только в случае, если убедится, что заключается договор того вида, который допускается данной статьей. По договору передается объект, входящий в круг объектов недвижимости, отчуждение которых допускается для такого вида договора. Договор заключается с соблюдением установленных для этого условий, то есть это наличие выгоды подопечного, перемена места жительства подопечного, наличие исключительных обстоятельств, если этого требует интересы подопечного. Но в данном случае, когда я произношу подопечного, это значит несовершеннолетний ребенок. В том числе потому, что федеральный закон об опеке и попечительстве, он распространяется не только на лиц, которые находятся под опекой, но и также на несовершеннолетних детей, в случае, если происходит распоряжение их имуществом. По мнению профессора Чифрамовой Елены Александровны и некоторых других авторов, сформулированный в статье 20 указанного закона об опеке и попечительстве общий запрет на отчуждение недвижимого имущества, принадлежащего подопечному, за исключением 5 случаев, прямо перечисленных вновь, вполне оправдан применительно к опекунам и попечителям. Но, как отмечает Елена Александровна, избыточен и неприемлем для родителей, поскольку по существу представляет собой неоправданное вмешательство в дела семьи и не способствует обеспечению наилучших интересов ребенка. Не случайно суды крайне редко учитывают данный запрет при оценке недействительности сделки по отчуждению недвижимости, принадлежащей детям. Далее нотариусу должно быть представлено письменное согласие законного представителя на совершение сделки, если она совершается с одним несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет. Согласие законного представителя является собой способ исполнения недостающего объема дееспособности несовершеннолетних, предоставление которого установлено пунктом 1 статьи 28 Гражданского кодекса Российской Федерации. Вот здесь, в этом случае, спорным все-таки остается по-прежнему вопрос, надо ли получать согласие обоих родителей, как законных представителей, или достаточно для удостоверения сделки согласия одного из них. Вот в применительной практике случается достаточно часто сложности в получении согласия от обоих родителей ребенка, когда один из родителей проживает отдельно и уклоняется от исполнения родительских обязанностей, или когда между родителями имеется разногласие по вопросу о согласии на совершение такой сделки с имуществом несовершеннолетнего. Также в судебной практике имеются примеры, когда определяется достаточность согласия одного родителя, если будет доказано невозможность получения согласия от второго родителя. И в этом случае, если суды могут расценивать достаточность или недостаточность, то каким образом должны расценивать данное отсутствие второго согласия, отсутствие согласия второго родителя нотариуса, то есть правоприменителя, либо органы опеки и попечительства. Вот так, по мнению одних авторов, теоретиков, необходимости в получении согласия обоих родителей нет,
хотя другие занимают прямо противоположную точку зрения. И, как я уже говорила, что суды также в ряде случаев признают необходимость получения согласия обоих родителей, а в ряде других случаев, что согласие достаточно одного из родителей. Но можно вот отметить, что из содержания соответствующих, что суды делают вывод о необходимости получения согласия обоих родителей только при обнаружении противоречий в интересах ребенка и родителя, который дает согласие. Третье, на чем хотелось тоже остановиться, что перед удостоверением сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину, нотариус во всех случаях должен истребовать от законного представителя несовершеннолетнего предварительное разрешение органов опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства должны проверить законность сделки по отчуждению недвижимости, соответствует ли этой сделке интересам несовершеннолетнего, не ущемляет ли его права. Нотариус истребует предварительное разрешение органов опеки и попечительства с целью соблюдения требований, которые установлены статьей 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 21 Закона об опеке и попечительстве. При удостоверении сделки по отчуждению имущества несовершеннолетнего лица нотариус проверяет наличие предварительного разрешения, в том числе соответствует ли удостоверяемая сделка условиям, указанным в нем. И наличие вообще само по себе вот этого разрешения органа опеки и попечительства, оно вообще не может презюмировать законность его содержания. Поэтому в случае, когда нотариус предъявляет такое распоряжение, нотариус его тщательно изучает и, соответственно, делает заключение, возможно ли сделка по отчуждению имущества несовершеннолетнего, или такая возможность отсутствует. И вот здесь хотелось бы мне, исходя вот из собственного опыта, очертить круг проблем, с которыми периодически мы сталкиваемся в своей реальной практике. То есть все-таки я считаю, что недостаточность правового регулирования, потому что в соответствии с статьей 20 Закона об опеке при применении места жительства подопечного возможно только отчуждение жилого помещения, принадлежащего несовершеннолетнему. Закон не предусматривает отчуждение иного недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетним, при применении их места жительства, за исключением жилого помещения. При этом очень часто согласие органа опеки и попечительства при выдаче своих согласий не учитывает этот запрет. И возможно ли удостоверение таких сделок, где предметом отчуждения при применении места жительства несовершеннолетнего будет недвижимое имущество нежилого назначения. При этом суды редко учитывают данный запрет при оценке действительности сделки по отчуждению, то есть не признают эти сделки недействительными из-за того, что нарушается данная норма права, потому что здесь, видимо, суды расценивают, исходя из комплекса мер, которые принимаются органами защиты, органами опеки и попечительства по защите прав и законных интересов несовершеннолетнего. Извините, немного волнуюсь. Очень хороший доклад и очень актуальный, правильно же, да? Джена Александровна, ну а как вы считаете, согласие нужно обоих родителей или одного? Все-таки я считаю, у нас равные права и обязанности родителей, и необходимо получить согласие обоих родителей для того, чтобы в дальнейшем даже защитить право покупателя, потому что от риска второго родителя признание сделки недействительной, потому что якобы первый родитель, который давал согласие, он не учел всех интересов несовершеннолетнего ребенка. Ну, хотя, конечно, сталкиваемся с такой проблемой. Скажите, пожалуйста, были в вашей практике случаи, когда родителям было отказано о совершении сделки, а они оспорили бы ваш отказ в суде из-за этого? К счастью, к сожалению, нет. Такого не было. К счастью, нет. Спасибо большое. Спасибо. Наталья Сухобанского, нотариального округа Республики, члену комиссии по повышению квалификации нотариусов и методической работе. Тема доклада «Проблемы применения статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации при удостоверении сделок с участием несовершеннолетних».
участники конференции, спасибо большое за предоставленную возможность озвучить свой доклад. И в продолжение ранее поднятой Женой Александровной темы хочу рассказать вам о проблемах применения статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации при удостоверении дела с участием несовершеннолетних граждан. Выставленный за последние 25 лет механизм защиты прав детей при распоряжении, принадлежащем именно праве собственности недвижимым имуществом, в том числе жилыми помещениями, включает в себя следующие элементы: наличие общего запрета на отчуждение недвижимого имущества, необходимость получения предварительного разрешения органа опеки попечительства на совершение сделки, умаляющей имущество несовершеннолетнего, введение обязательной нотариальной формы сделки по отчуждению недвижимого имущества несовершеннолетнего, а также сделок по распоряжению имуществом, принадлежащим детям, находящимся под опекой, а также наличие запрета на совершение сделок представителем несовершеннолетнего от его имени со своим супругом или близким родственником. Возможность нотариального удостоверения сделок между несовершеннолетними и близкими родственниками является одним из наиболее острых вопросов нотариальной практики и теории сделкоспособности несовершеннолетнего в части субъектного состава с его участием. Круг сделок, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению, обозначен в статье 163 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому нотариальное удостоверение делают в обязательных случаях, указанных в законе, и в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась. Рассматривая сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему, необходимо отметить, что в соответствии с абзацем 3 пункта 360 Цивильного кодекса Российской Федерации при осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом ребенка на них распространяются правила, установленные гражданским законодательством в отношении распоряжения имуществом подопечного. Пункт 3 статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или безвозмездное пользование, а также представлять подопечного при заключении сделок или ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими родственниками. Дискуссионным является вопрос о том, кто входит в понятие «близкие родственники». Статья 37 Гражданского кодекса Российской Федерации не содержит перечня лиц, которые являются близкими родственниками. Наиболее полно круг близких интересов близких родственников регламентирован Цивильным кодексом Российской Федерации. Так, к близким родственникам по прямой восходящей и нисходящей линии относятся родители и дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные, неполнородные, братья и сестры. При буквальном толковании пункта 3 статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимо отметить, что законодатель имеет в виду не близких родственников самого несовершеннолетнего гражданина, а близких родственников опекуна или попечителя. Тут здесь тоже у Федеральной нотариальной палаты было выражено мнение в письме о том, что к понятию близких родственников относятся родственники самих родителей, то есть для заключения возмездного договора между несовершеннолетним племянником и его дядей со стороны несовершеннолетнего сделку может заключить родитель, который напрямую не состоит в родственных отношениях с дядей несовершеннолетнего. Но это вот тоже очень дискуссионный, очень спорный вопрос о том, на какие сделки распространяется пункт 337 Гражданского кодекса, были даны разъяснения Министерства экономического развития Российской Федерации. Подробно не буду останавливаться на них, потому что в период 2010 по 2021 годы позиция несколько раз менялась. Хочу сказать, что в последнее время появляется все большее количество примеров судебной практики, где разъясняется, что правило пункта 3 статьи 37 Гражданского кодекса должно применяться в совокупности с правилом пункта 2 данной статьи. Это означает, что если сделка направлена на увеличение имущественной сферы несовершеннолетнего ребенка, то рассматриваемый запрет не действует. Отключается он только в случае, если сделка связана с распоряжением имуществом, подлежащим подопечному, то есть влечет умаление имущества. Теоретик Светлана Юрьевна Чешкова считает, что изменение толкования пункта 3 статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации в ходе судебного применения законодательства по материнском капитале стало способом наделения его содержания здравым смыслом. То есть данный запрет распространяется только на случай совершения сделок, которыми отчуждается имущество, принадлежащее несовершеннолетнему.
случае совершения сделки, на основании которых дети наделяются имуществом, данный запрет не действует. Но такое толкование также требует судебного усмотрения. Например, нотариусы, выступая в качестве независимых правоприменителей, испытывают сложности применения данной нормы, поскольку в силу бесспорности нотариальных актов обязаны буквально применять положение пункта 3 статьи 37. В этой связи, несмотря на различные позиции по толкованию пункта 3 статьи 37, тогда, когда сделка направлена на уменьшение имущества подопечного, бесспорно включается запрет, установленный статьей 37. Таким образом, при совершении эксплуативных сделок с имуществом несовершеннолетних лиц, находящихся под опекой, нотариус обязан убедиться в том, что в силу закона ничтожны, как нарушающие права третьих лиц и публичные интересы. Ну и в заключение хочется сказать, что все-таки, исходя из изложенного, да, очевидно, что интересы несовершеннолетних детей требуют законодательного решения данной проблемы. Спасибо. Светлана Гавриловна, большое спасибо. Очень интересные нотариусы представили нам доклады, содержательные, весьма актуальные. Нотариальной палаты Республики Бурятия выражаем большую благодарность за сотрудничество. В мае мы провели совместно с Нотариальной палатой Российскую конференцию актуальные вопросы цивилистики, поэтому рады дальнейшему нашему сотрудничеству и надеемся, также плодотворно будем дальше трудиться на благо науки, практики и обучения наших студентов, нашего будущего поколения юристов. Спасибо вам большое. Предоставим слово практику. Изложение обыкновенных наших пунктов. Жито Богатайского районного суда Республики Бурятия. Внимание доклада лишение родительских прав как крайняя мера защиты прав ребенка. Здравствуйте. Хотела бы поздравить с юбилеем. Тоже рад процветанию, дальнейшей плодотворной работы. Ну, тема моего доклада лишения родительских прав как крайняя мера защиты прав ребенка. Государство вмешивается в наличие жилищно-бытовых конфликтов, да, условий, просто передается ребенку. Да, ничего не собирается, просто эту упрощенную систему временно для того, чтобы решить до решения. Неоднократно у нас было так, в суде вот буквально в июне, месяце нам пришлось положить судебное заседание, потому что и ответчик, и опекун детей, бабушка совместно употребляли спиртными напитками. После того, как сообщение поступило о том, что опекун и мама употребляют спиртные напитки, они просто спрятали детей, пытались убежать. Поэтому с этим, наверное, не совсем согласны. Органы опеки попечительства нужно внимательно назначать, даже временно, несмотря на то, что споры есть, нужно как-то решать этот вопрос о назначении опекунов и более ответственных относиться к этому моменту. Потому что разъяснение прямо мы тоже не можем игнорировать, как вы говорите, потому что нужно передавать опекуна, при этом не указано, каким опекуном. Временный опекун, ну как уже опекун, как постоянно. Все-таки проверять надо, то есть сделать полностью проверку, все-таки сделать, даже временный опекун. Понимаете, у нас нет такого понятия, как временный опекун. У нас есть понятие опекун. Если он у вас даже временный опекун, для нас он все равно опекун. То есть тебе нужны все документы, да, и проверка. Да. Ну, мне, по крайней мере, видится именно так, потому что детей мы решением суда должны передать опекуну. А если это временный опекун, а опека ничего не проверила, передала его под временную опеку, полагая, что мы передаем ребенку органы опеки попечительства, а потом только опека проверит все это и установит постоянную опеку. Ну, и это более долгий путь, так скажем, да, получается, да, более долгий путь, а у нас все-таки наилучшие интересы ребенка, да, стоят во главе угла. То есть лакмусовая бумажка, вот это вот призма, да, через которую мы рассматриваем любое дело, любую ситуацию, не только в суде, но и везде, где касается вопроса интересов ребенка, потому что это наилучшие интересы ребенка. У нас в зале присутствуют сотрудники органов опеки и попечительства, да? Мы рады вас приветствовать, вы все там очень рады, что вы здесь.
все вот эти злободневные вопросы. И вот у судей, да, действительно, я сижу, слушаю, вспоминаю, как я работала судьей в районном, ну, в городском Северокавказском суде, рассматривала все годы вот, лишения ограничения родительских прав. Иногда я говорила, лучше бы я на, не знаю, 15 эпизодах кражи рассмотрела уголовное дело, чем вот одно дело о лишении родительских прав, потому что это такие огромные моральные издержки, да, вот мы не можем равнодушно относиться к таким вот страшным ситуациям. И я полностью согласна вот с докладчиком, что действительно вот очень жаль, что у нас нет, да, вот этой вот государственной, выстроенной, вот, скажем, да, на муниципальном уровне очень основательно такой системы раннего выявления семейного неблагополучия, сопровождения неблагополучных семей. И, к сожалению, действительно, да, обращаются, когда в суд с иском, уже все, когда уже больше ничего невозможно сделать, да, только лишить. Но мы все понимаем, сегодня все мы будем пленарным заседанием и так далее. Это вот крайняя мера, когда все это рушится, семья, да, и вносит изменения на многие поколения вот этой семьи, на будущее. Поэтому вот мы как раз таки с вами собрались для того, чтобы как-то, да, вот друг друга выслушать, понять, принять, так скажем, да, может быть, какие-то и предложения, какие-то, может быть, и замечания, и выстроить у нас в Бурятии, в целом в России, такую систему, чтобы она была именно на защите и охране прав и интересов детей наших. Пожалуйста, вопросы к докладчику будут? Пожалуйста. Здравствуйте. Такой вопрос. Получается, ребенку по заявлению матери, отцов установили отцовство по заявлению матери. Вот, мы подали на исковое заявление на решение родительских браков. И суд у нас установил, считается ли этот ребенок усыновленным, если это не усыновлено через суд. И у нас есть определение вместе с ним действующим законом Российской Федерации не предусмотрено лишение усыновителей родительским правом. Это было не через суд установлено, да, а это было просто по заявлению матери сделали решение родительских прав. ЗАГСе записали мужчину в качестве отца ребенка, да? То есть это не было усыновление через суд, так скажем, да? Да. Он обладает всеми правами отца и ребенка. Там не было усыновления. Но поскольку он записан на этого ребенка, у него родительское правоотношение возникло. Нам, получается, отказали на лишение родительских прав и сказали суд, чтобы мы аннулировали оспаривание и делали отцовство. Мы подали оспаривание отцовства, но мы знали, что, получается, оспаривание отцовства делает либо законный представитель, либо сам отец, либо там, опекун. И у нас, получается, и отказ, аннулирование тоже оказались. И теперь говорят, подавайте заново на лишение родительских прав. У меня есть определение денег. Я просто других коллег не могу пояснить, каким образом так он получается. А вы из какого района? Орган опеки какой район? Джигинский район. Вот. Вы еще что подадите, ладно? И еще раз более подробно документы. Получается, они должны были рассмотреть наши, либо ограничить, либо лишить родительских прав. В том случае, если было усыновление в соответствии, да, с решением суда, произошло усыновление, в этом случае только отменяют усыновление. В том случае, если было установлено отцовство, оно был записан, да, отцом ребенка в ЗАГСе, да, по заявлению, да, получается. В этом случае он приобретает права и обязанности родителя, и тогда его должны были лишить родительских прав. Суть-то в этом, но более подробно, просто мы документ не видели, пожалуйста, подойдите еще раз, да, и переговорите с Оксаной Руслановной. Ну, замечательно, да, что у нас действительно вот, практически вопросы вот такие возникают, и которые, может быть, будут в дальнейшем разрешены. Пожалуйста, да, ребенку помогут. Пожалуйста, вопросы будут еще. Не стесняйтесь, пожалуйста. Если есть вопрос, пожалуйста, вопрос, пожалуйста.
железнодорожная опека, которая была вот произошло отобрание, да, вот вы говорили вначале, что бывают такие семьи, когда ни сигналов нет, да, спокойно, да, на большие районы в городе, Октябрьский, огромный район, железнодорожный. Мы не слышим о семье, о средней семье, и вот сигнал, мы отобрали ребенка, потому что в этот момент специалист опеки принял решение, что ребенок грозит жизненной опасности. В законодательстве 77 статье написано, что при отобрании ребенка мы обязаны подать исковое заявление в течение 7 дней. Мы подаем, исполняем свои обязанности, выходим в суд, и суд, ну, ваши тоже слова, да, что мы не слышали про эту семью, а лишение родительских прав – это крайняя мера. То есть, соответственно, и даже временами не ограничивают, это просто оставляют, нет, без времени оставляют. Я хочу услышать ваше мнение, да, мне кажется, это маленько неправильно. То есть мы выходим с иском, да, мы видим, что семья, вот она неблагополучна, но да, мы не слышим. А в законодательстве, да, говорится, что прямо сразу на лишение родительских прав. Нет. Что такое лишение родительских прав? Что такое лишение это систематическое неисполнение? Ну да. А ограничение это когда ребенок находится в опасности его жизни, здоровья. Это может быть и одномоментная ситуация, когда ребенок находился в такой ситуации. И если в судебном заседании вы представляете доказательства, что такое случается часто, например, вставление ребенка малолетнего одного в квартире, да, вы приехали, зафиксировали это, и это подтверждается, что это происходит, что есть вероятность того, что в последующем эта ситуация может повториться. Вот да, это не есть основное ограничение. Вы же про ограничение спрашиваете? Нет, решение. Вы понимаете, что такое решение? Ну, я и говорю, что там же прописано на решение, то есть 7 дней у нас вот просто семья выстрелила, да, и нет вот как бы с ней поработать, да, посадить в срок и тому подобное, но мы отобрали ребенка, да, на данный момент, да, мы видели, что там все плохо, но мы же можем с целью сохранения семьи провести профилактические мероприятия, но законодательство, как вот вам 7 дней, все органы. Вы речь ведете о статье 77 Семейного кодекса отобрании ребенка. Да, действительно, это огромная проблема, я полностью соглашусь. Дело в том, что в этой норме конкретно говорится о том, что если произошло отобрание ребенка, да, в административном порядке, это непосредственно угроза его жизни и здоровью, то в этом случае орган опеки и попечительства обязан, да, это должен, не да, там вот так написано, да, что императивно обязан, да, обратиться в суд с иском о лишении родительских прав. Но это уже, наверное, не к судье, да, вопрос о законодателю. Я почему сразу, да, резко так и активно вмешалась в этот момент, потому что я писала научную статью. Сейчас в Государственной Думе как раз таки говорят о том, что необходимо отобрание, как бы, да, его все-таки видоизменить и вообще в целом исключать. Потому что и много высказывают нареканий, в том числе и органы опеки, попечительства и так далее. Ну, наверное, докладчик отпустим, да, спасибо вам большое. Злободневные вот эти вопросы вами были подняты. И как раз таки говорят о том, что иногда органы опеки попечительства злоупотребляют, разбирают в административном порядке без выяснения, да, вот, скажем, о какой-то ситуации жизненной, только из-за того, что там продукты питания какие-то однообразные, нет фруктов там или еще чего-нибудь, да. Ну, то есть вплоть до этого претензии много предъявляется. Но с другой стороны, да, вот сейчас действительно вот эта проблема, если конкретно в законе говорится, обязаны обратиться с иском о лишении родительских прав. А вы как раз говорите о том, что вот была бы возможность, да, что как раз таки поработать с семьей, да, может быть, была бы система у нас поддержки вот как неблагополучных семей, и дело не дошло бы до лишения родительских прав. Вот как раз таки я в этой части, я полностью согласна, и вот я предлагала также то, что вот нужно изменить вот эту норму, не обязывать органы опеки и попечительства обращаться в такой, тем более, короткий срок, да, с иском о лишении родительских прав. Ну, спасибо, очень интересный вопрос. И он тоже весьма злободневный. Спасибо. У нас осталось всего сейчас 43 минуты, поэтому мы будем за рекомендации писать указанные судебные предприятия выполнять. 16 часов будем заканчивать, поэтому я прошу прощения, да, что если кому-то слово мы не успеем предоставить, но вот, но вы видите, да, что мы стараемся главное соблюдать
но все доклады очень интересные, вопросы возникают. Слово предоставляем Сагаевой Галине Владимировне. Судья Государственного городского государственного предприятия с докладом практики по привлечению специалистов-психолога при разрешении споров о детях. Разрешите поприветствовать участников, гостей данной конференции. Присоединяюсь к поздравлениям Верховного государственного предприятия со столетием. Очень приятно приветствовать участников, гостей в стенах родной альма-матер. Дело в том, что я некоторое количество лет назад закончила Бурятский государственный университет. И очень приятно участвовать в столь значительной конференции. Тема моего доклада – это практика привлечения специалиста-психолога при разрешении споров о детях. Все доклады были о ценности семьи, о сложности разрешения споров о детях. И в данном случае я с практической точки зрения коснусь практики Гессеновецкого городского суда. С трибуны звучало то, что в настоящее время существует некая проблема по срокам рассмотрения, по срокам изготовления судебно-психологических экспертиз. В данном случае в практике Гессеновецкого городского суда в связи с увеличением семейно-правовых споров и воспитанием детей стала получать распространение практика привлечения специалистов-психологов в целях выяснения индивидуально-психологических особенностей ребенка, особенностей уровня его психического развития, индивидуально-психологических особенностей каждого из родителей, отношения ребенка к каждому из родителей, отношения между родителями и другими членами семьи. Конкретный спор обратилась женщина об определении места жительства детей и определении порядка общения с детьми и встречный аналогичный иск отца. И для дачи консультации по делу были привлечены психологи. Несмотря на то, что в семье 4 общих ребенка 2011, 2014 и близняшки 2017 года, в ходе судебного разбирательства родителям удалось найти общий знаменатель по проживанию троих детей. Они были определены с матерью и определили порядок общения младших детей с отцом. Однако родители не смогли этот вопрос решить в отношении старшего ребенка, определить место жительства его и время общения с отцом. Будучи допрошенным в судебном заседании, мальчик пояснил, что он желает проживать дома с отцом. Дело в том, что мать изменила место проживания и уехала. Отец остался жить в том жилом помещении, где и ранее проживала семья. И привлекая в дело специалиста-психолога, суд указал на необходимость отразить взаимоотношения несовершеннолетнего с матерью, отцом, сестрой, братьями, определить наличие или отсутствие психологического влияния на ребенка со стороны как матери, так и отца, привязанность ребенка к обоим родителям. И из психологического представления психолога было установлено, что большую эмоциональную связь ребенок испытывает к отцу. При этом к матери у него слабая эмоциональная близость, низкая ее авторитетность как родителя. У мальчика отмечалась сильная обида на мать. И ребенок пояснил неоднократно, что он желает проживать с отцом, так как считает, что в данном случае это необходимо для него жить в привычной для него обстановке. И психологи выявили, что никакого стороннего влияния на позицию ребенка не было. А в то же время со стороны отца была выявлена удовлетворенность взаимоотношениями со своим старшим сыном. Между ними была хорошая эмоциональная близость и принятие ребенка. При этом второй психолог также исследовал данную семью
выяснилось, что психологический контакт с матерью был утерян, и мать при этом подтвердила, что она признает свои ошибки в воспитании своего старшего сына, и она готова к восстановлению детско-родительских отношений. И при этом после заслуживания в судебном заседании консультации специалистов стороны, отец и мать, согласились с мнением специалистов, и хотя настаивали на вынесении решения суда, обжаловать его не стали. Суд с учетом всех обстоятельств дела и консультации специалистов-психологов, с учетом мнения ребенка, принял решение об определении места проживания старшего сына с отцом. По другому делу отец обратился с иском к своей гражданской супруги об определении места жительства своего сына. Сыну на тот момент исполнилось 10 лет, мотивировал тем, что после прекращения семейных отношений мать создает негативный фон для проживания ребенка и не в состоянии обеспечить для него благоприятный морально-психологический климат в семье. В ходе судебного заседания было выявлено, что в семье существует ярко-конфликтные отношения между гражданскими супругами. За непродолжительное время в органы полиции было 4 обращения, как гражданского супруга, так и гражданской супруги, и было зафиксировано 4 материала УСП. И опрошенный в судебном заседании несовершеннолетний пояснил, что он хорошо относится как к матери, так и отцу, но однако желает проживать с отцом. Однако в то же время в ходе предоставленной школьным психологам, педагогам характеристики было выявлено, что ребенок в ходе беседы, у него повышенный уровень тревожности, связанный с создавшейся ситуацией. И ребенок на самом деле боится того, что определят место проживания с отцом. И он категорически был против разлуки с матерью и совместного проживания с отцом, поскольку эмоциональный и тактильный контакт был сохранен только с матерью. Также было дано поручение Центру диагностики и консультирования города Улан-Удэ, чтобы специалисты-психологи дали соответствующее заключение. Специалисты данного центра также установили, что ребенок испытывает выраженную эмоциональную привязанность к матери, нуждается в ее внимании и заботе. Отношение к отцу диагностируется как положительное, но проявляется некоторая эмоциональная напряженность. И психолог отметил, что желание несовершеннолетнего проживать с отцом во многом обусловлено недостаточным общением с матерью, то, что у него недостаточный жизненный опыт, отсутствие полной оценки ситуации, неполная сформированность самосознания, недостаточный жизненный опыт. И мнение о проживании с тем или иным родителем психолог посчитал, что является не совсем осознанным со стороны ребенка. И разрешил, суд определил место жительства ребенка с матерью. Да, и здесь также у нас были примеры, когда ставился вопрос о лишении родительских прав. Там дело в том, что приемная семья поставила вопрос о лишении биологической матери родительских прав. И также специалист-психолог был привлечен в данном споре, и он пояснил, что на данный момент вопрос о лишении родительских прав был преждевременно. В то же время специалист-психолог также привлекался и к рассмотрению споров о восстановлении в родительских правах. В данном случае биологическая мать желала восстановиться в родительских правах, и специалист-психолог пояснил, что эмоциональная связь между ребенком и кровной матерью
уже была утрачена, а наоборот взаимоотношения в приемной семье, они благоприятно влияют на ребенка, и ребенок уже чувствует причастность к приемной семье. Ну и как итог можно назвать, что привлечение специалиста-психолога очень помогает в данном случае судьям при выявлении отношений, намерений относительно ребенка и способствует внесению судом решения, значит, которое будет оптимально для несовершеннолетнего. И хочется отметить, что все дела, которые разрешались с участием специалистов-психологов, не были обжалованы, что можно считать косвенным свидетельством того, что значит, это эффективно на данном этапе. Все. Большое спасибо. Ну вот мы сейчас с Оксаной Руслановной обсуждаем как раз этот вопрос о том, что, наверное, хорошо было бы, да, если бы в каждом суде был штатный психолог, да, потому что мы сейчас слышали о том, что, да, большие очереди по полгода ждать, да, того, что когда произведут экспертизу и даже больше, извините, да, там решается жизнь может ребенка, да, и за эти полгода и больше, что изменится там в его жизни, мы не можем дать никакую гарантию, только может быть самое плохое, да, правильно же, да? И вот сейчас вопросы будут, коллеги? Нет, да, большое вам спасибо. На этом мы уже, наверное, окончим, да, выступление с докладами, уже я объяснила, да, потому что у нас регламент, и нам необходимо принять резолюцию нашей секции. Тут у нас есть проект резолюции, и вот как раз-таки сейчас Оксана Михайловна говорит в рамках выступления, да, предыдущего докладчика, у нас есть такое предложение рекомендовать включение в штат органов попечительства специалистов-психологов. Оксана Михайловна говорит, рекомендовать включение в штат органов попечительства и многосоставных судов специалистов-психологов. А я говорю, не многосоставных, а всех судов. Как считаете, во-первых, включим или нет? И каких судов будем включать? Пожалуйста, коллеги, как думаете? Где процент рассмотрения дел об ограничении решения, что связано с буквальным языком. Поэтому целесообразно проводить такие Хорошо. Многосоставных мы включим тогда сюда? Добавим, как думаете? Чтобы были специалисты-психологи в многосоставных судах. Ну, да, ну, это уже технические, наверное, моменты, да, а в целом, да, чтобы все-таки были психологи, а со временем, может, и не один, да, потому что это же разные, извините, в семье какая-то ситуация. У нас есть еще уголовно-правовые, да, там разные, да, вот эти дела, административные и прочее. Это же тоже, если разобраться, просто сам Николаевич у нас ушел, как психолог, наверное, он нам сказал, да, что это большая-большая разница, и везде нужны свои специалисты. Но поэтому давайте напишем, что в каждом суде, и будем надеяться, что это услышат со временем. И будет все больше и больше специалистов-психологов. Ну да, но тем не менее, у нас вот есть в Октябрьском районном суде города Улан-Удэ, да, специалист-психолог Поплавская Александра Николаевна, да, по-моему, да, и по Павловне она успешно очень работает, и поэтому я думаю, что было бы очень хорошо. И давайте все внимательно послушаем те пункты резолюции, которые касаются нас, и вместе обсудим, в частности, что у нас предлагается. Обеспечить внедрение практику рассмотрения дел по спорам о защите детей Института судебных примирителей. Ну вот, как думаете, у нас же есть, да, уже, по идее, судебные примирители у нас назначены постановлением Пленума Верховного Суда, в Верховном суде Василия Александровна Мурзина, у нас судебный примиритель, назначен постановлением Пленума. К сожалению, медиация, судебное примирение у нас очень слабо развито. Ну вот как мы поддерживаем это или что мы, как думаете? Обеспечить внедрение практики рассмотрения дел по спорам о защите прав детей Института судебных примирителей. Нет, это как и так, по любой категории дел судебных примирителей. Самое главное, чтобы было желание участников процесса сторон о том, чтобы привлечь к разрешению спора. Мы объясняем о таком способе.
Да. объясняю. Судебное примирение, к сожалению, она пока не так хорошо у нас, к сожалению, работает. Хотя вот у нас в мае проходила конференция, когда актуальный вопрос цивилистики, выступал с докладом профессор, доктор наук из Монголии. И он сказал, что буквально вот у них года 3-4 действует это судебное примирение, это 70 дел гражданских заканчивается примирением. И вообще, да, какая огромная цифра. Мы когда-нибудь к этому, может быть, придем или не придем, да? Но вот у них же ведь это тоже было так же, как по нашей советской системе, так скажем, организованное осуществление правосудия, и затем вот они стали внедрять медиацию, и вот, пожалуйста, результат есть. Так, следующий пункт. Предложить правительству Республики Бурятия рассмотреть вопрос о создании республиканской службы социальных работников при судах и междисциплинарного обучения по правам и потребностям детей с целью осуществления социальной работы несовершеннолетними, находящимися в конфликте законов и находящимися в иной трудной жизненной ситуации. Ну, тут, наверное, все, что в иной трудной жизненной ситуации, это к нам тоже, наверное, все-таки относятся, да, ситуации трудные, разные в семьях бывают. И как мы поддержим это предложение? И в судах написано. Да, но с другой стороны, если мы не будем предлагать и обосновывать, наверное, тогда ничего меняться не будет, да, мы как раз таки для того и собираемся обсудить, предложить и, может быть, и настаивать, да, на том, чтобы как лучше. Принимаем? Принимаем. Далее, предложить органам местного самоуправления разработать мероприятия по организации разнопрофильных рабочих мест по временному постоянному трудоустройству несовершеннолетних, а также трудоустройству несовершеннолетних в целях исполнения наказания в виде ограничения свободы, обязательств строительных работ. Но Елена Александровна у нас как раз трудовое право преподает, судья Верховного суда Бурятии почетной отставки. Пожалуйста, ваше мнение. Светлана Владимировна, это, конечно, надо. Я все время принимала свои публикации, предложения. Мое мнение давайте оставим. А там... Хорошо, спасибо. Далее. Развивать практику предупреждения социального сиротства, семейного неблагополучия, обеспечения сохранности кровной семьи для ребенка через оказание помощи семейным имеющихся ресурсов, в том числе с привлечением органов опеки и попечительства, деятельности профилактики, изнадзорства несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов. Как, коллеги, согласны, как думаете, органы опеки и попечительства? Когда жестко иногда критикуют, вот я, да, вот занимаюсь этим вопросом защиты охраны прав детей, органы опеки и попечительства, я иногда думаю, что, может быть, некоторые вот ученые реально, может быть, и не сталкивались, да, вот с рассмотрением этих дел, да, конкретно вот этой жизненной ситуации на деле, да, когда вот органы опеки и попечительства, вот к моему счастью, наверное, да, когда я работала судьей, допустим, в Северокавказском районе была Петрова Лидия Ивановна, специалистом, она работает до сих пор или нет, ушла, наверное, да, уже, вот, и северный район, да, вот она одна, и вот как хочешь, да, где на электричке, где на машине, если, дай бог, от администрации от машины идет, там до Нового Баяна или куда-то едет, это какие расстояния огромные, да, и она так добросовестно исполняла свои обязанности, что ни одного, так скажем, дела, да, решения родительских прав не отменили, не изменили и так далее, потому что всегда была качественная проверка условий жизни семьи, и поэтому вот, как говорится, честь и хвала вам, да, органы опеки и попечительства, специалисты. Я считаю, что это зависит вот, от личности, от человека, так скажем, от личных качеств и профессиональных до каждого, вот, индивидуально. Кто-то болеет всей душой, да, и будет все делать как следует, а вот есть те, кто, допустим, отбирают, да, вот, детей, потому что там питание недостаточное, так скажем, да, однообразное, еще какое-то. Ну, я надеюсь, что у нас органы опеки и попечительства наши в Бурятии не такие. Далее. 15 мы уже обсудили. И рекомендовать органам опеки и попечительства при рассмотрении споров об определении места жительства ребенка при раздельном проживании родителей или об осуществлении отдельно проживающих родителей родительских прав урегулировать вопросы по судебном порядке. Ну, пытаетесь, наверное, да, урегулировать, пытаетесь, стараетесь. Ну, оставим, да, но, да, оставим, конечно, да, может больше, да, уже развивать как в судебном порядке, в судебном
порядке. Далее, рекомендовать Министерству социальной защиты населения Республики Бурятия разработать порядки действий органов попечительства при рассмотрении споров о воспитании детей, в том числе на досудебной стадии. И уже предложение будет из Министерства социальной защиты. Рекомендовать правительству Бурятии рассмотреть вопрос об увеличении ежемесячного пособия на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством до прожиточного минимума. Согласно. Также, да, это тоже свежее предложение, прямо очень мало. Да, из нашего Министерства социальной защиты. Вот такие предложения принимаем, да, тогда? Еще раз всем большое спасибо от всей души, что вот все мы собрались да, в этом зале, все обсудили. Помните, что у каждого из нас душа болит за наших детей, за наше будущее. Всем желаю успехов, терпения, крепкого здоровья, успехов в работе, дорогие коллеги, уважаемые наши студенты, наше будущее поколение, кто будет заниматься вопросами охраны прав детей. Спасибо.